Сегодня у нас в Тузах дама Светлана Тихановская. Светлана Георгиевна Тихановская, лидер демократических сил Беларуси. Приветствую вас. С самого факту того, что Святлану Тихановскую запросила ў эфир радиостанция «Эхо Москвы», политики и политологи считали больше информации, чем с сустрэчы у Лукашенко с Путиным. И почему мы сейчас обсуждаем интервью с Тихановской? Потому что мы все прекрасно понимаем, Венедиктов, как и до этого Ростовцев, не мог делать никакого интервью с Тихановской без прямого указания Алексея Громова, а стало быть, как бы и Владимира Путина. Согласие на это. Потому что до этого сделали интервью со Светланой Георгиевной Тихановской, московский комсомолец, как бы были переговоры, как бы очень аккуратные. И в Москве все говорили, да, интервью возможно, но это надо согласовать. Интервью с Тихановской считалось, конечно, Александр Григорьевич. Он там теперь сидит и думает примерно, как же на это отвечать, что с этим делать-то. Незадолго до гэтага ў Расіі апублікавалі вынікі сацыялагічнага апытання, паводле якога палітычныя сімпатыі беларусаў на баку Калеснікавай, Бабарыкі і Тихановскай, а Лукашенко з Качанавай і Макеем лідары антырэйтынгу. У адказ вядоўца беларускага дзяржаўнага каналу СТВ, наўпрост не называючы Пуціна, абразліва выказаўся на адрас кіраўнікоў, якія хаваюцца ад ковіду ў бункерах і колюць ботакс. Лукашенко – единственный президент, который в ковид не прятался от народа по бункерам, ботоксом не пользуется. 4 лістапада Лукашенко і Путін збіраліся нешта падпісаць, што анансавалася як рашучы крок у інтэграцыі. Ужо цяпер вядома, што асабіста яны не сустрэнуцца, а пасяджэнне кіраўніцтва так званай саюзнай дзяржавы пройдзе праз интернет. Как раз вот эта штука самая важная, то, что могут не подписать. Даже такая интеграция довольно символическая, потому что все мы понимаем, что в этих картах, по тем штукам, которые были опубликованы, понятно, что в этих картах ничего уж такого революционного нет. И в основном там разговор идет о вещах, типа там формулировки, там выработка единых подходов, чему-то там. Выработка единых подходов может занять бог знает сколько. И даже в таком виде эта интеграция очень сильно пробуксовывает и никуда не движется. Масачны рэжым, як сродак засцярогі ад каранавірусу, не пратрымаўся ў Беларусі і 2 тыдняў. Пасля таго, як Лукашенко назваў яго ціскам на людзей, абавязковае нашэнне масак адмянілі. Тым часам толькі паводле афіцыйных дадзеных у Беларусі каля 2000 зараженняў ковідам на дзень. Тенденция пошла на омоложение. Есть очень много пациентов моложе 40 лет, которые довольно тяжелые, кислородзависимые. И также мы видим увеличение летальности, что крайне нас беспокоит в этом плане. В том числе и молодые люди тоже умирают от COVID-19 и его осложнений. Лідары дэмакратычных сіл Беларусі звярнуліся да еўразвязу з заклікам тэрмінова дапамагчы краіне як найменш мільёнам доз вакцын, ухваленых на міжнародным узроўні. Мы делаем это, потому что для нас пандемия – это не политика, это здоровье и жизни людей. У адказ Лукашенко рэзка выступіў супраць заходніх вакцын. Нам подкидывают вот эти идею, завезите Pfizer, пусть будет, Johnson Johnson, там, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда, к своим, инструкции получать. Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь. Многие белорусы стали прививаться тогда, когда они увидели, что там полдеревни в больнице и у них умирают соседи. То есть вот это для них стало мотиватором. Для одного человека в него, как говорится, попадет там противоречие с Лукашенко. Я надену маску, вот как Вадим Прокопьев на днях выпустил видео, чтобы показать факт Лукашенко. Для кого-то будут научные исследования и статистика, для кого-то юмор, как это делает Курейчик, для кого-то какая-то жесткая позиция, когда кто-то людям скажет, вы вообще посмотрите вокруг, что вы творите, да? Нямецкая паліцыя высветліла, як мігранты патрапляюць у Нямецчыну праз Беларусь. Пасярэднік атрымлівае грошы за свае паслугі толькі пасля таго, як мігрант перашле сваё селфі з Нямецчыны. У верасні 3 мігрантаў знайшлі мёртвымі ў памежнай з Беларусю зоне Польшчы і одну жанчыну на беларускім баку. Цела яшчэ аднаго мігранта знайшлі блізу літоўска-беларускай мяжы ў кастрычніку. В будущем, если они не откажутся от этих провокационных целей, то может быть и больше таких исходов, к сожалению. Приходится действительно сожалеть, что эти люди, они тоже как бы являются жертвами, но в то же время они
как бы намеренно тоже нарушают закон и, конечно же, нарушают и границу. И, пользуясь вот этим случаем, пытаются попасть в Европу. Большинство из них не бегут от войны, как-то, как они говорят, а все-таки к поиску лучшей жизни, что тоже можно объяснить, но все это надо делать легально. Усё больш актыўна вядуцца размовы пра пашырэнне ролі войска ў канфлікце. У Літве ўраду прапанавалі працягнуць мандат арміі на мяжы на 3 месяцы. У Польшчы гучаць заклікі прыцягнуць да аховы межаў сілы НАТО. Лукашенко на сустрэчы з генпракурорам Расіі заявіў, што гатовы абараняць саюзную дзяржаву і мае што прасунуць бліжэй да мяжы. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их, ну, а потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. И у нас, и тем более в Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко. Між тым, некаторыя аналітыкі не выключаюць, што Крэмль і ў гэтых паводзінах Лукашэнкі можа разгледзець хітрыкі. В окружении Путина у всех глубокое убеждение, что Лукашенко грубо обманул на длинной дистанции. Дело не только в том, что, как обычно пишут, что тут Кремль дает деньги, и Лукашенко забирает миллиарды. Для Путина, может быть, дело не в этих миллиардах. В Кремле те, кто занимается аналитикой, они считают, что Александру Григорьевичу сейчас выгодно к Западу пойти, обратно возвращаться потихоньку. И, значит, игра в миграционный кризис – это и есть, на самом деле, форма установления контакта, потому что, как ни крути, а этот миграционный кризис, да, он сейчас на высокой точке остроты, условно говоря, но ведь Лукашенко с помощью него, так сказать, выпрашивает определенный диалог, как бы говорит, что я могу уладить, только давайте разговаривать. В Кремле это так и читается. Игра Лукашенко в поддерживаемый миграционный кризис – это ведь запрос в Европе. То есть, ребята, ну хорошо, ладно, санкции, то все, я там, так сказать, давайте снижать градус. А это, конечно, никому в Кремле не нравится. У 1937 годзе, у ноч на 30 кастрычніка, у Менску былі расстраляныя больш як 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Сярод іх 22 літаратары. Еўрапейскія дыпламаты, як і штогод, прыехалі ў Курапаты ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Тут іх атакавалі дзяржаўныя журналісты. Кому вы возлагаете эти цветы? Назовите хоть одного имя человека, которому вы возложили цветы. У гэтую дату, вядомую як ноч расстраляных паэтаў, беларусы па ўсім свеце праводзяць ушанавальныя вечарыны. Сёлета прапануюць, каб кожны ў гэтыя дні сам узгадаў ахвяраў тэрору ў Беларусі. Прачытаў верш, запаліў свечку памяці. Я не чакаў і не гадаў, бо жыў з адкрытаю душою, што стрэне, лютая бяда, падружыць з допытам, з турмою. Продажных здрайцаў ліхвяры мяне заціснулі за краты. Я прысягаю вам, сябры, мае палі, мае бары. Кажу вам, я не вінаваты.